Олег Гаврилович, добрый день. Вот вы эксперт в области экологии, а у нас с 1 января в стране идет мусорная реформа. Вот сегодня мы поговорим по этому поводу и ваше экспертное мнение. Добрый день. Действительно, с 1 января текущего года в стране вступила в силу так называемая мусорная реформа, которая предусматривает обращение с твердыми бытовыми отходами. Идет она и у нас в республике. Президент Путин, который является нашим лидером тоже нашего общественного движения Народного фронта, поручил осуществлять действенный гражданский контроль, цитирую, вот за ходом этой мусорной реформы, чем мы и занимаемся. Ну что мы для этого сделали уже, и Путин упоминал, это с помощью общественных экологических инспекторов. Вот мы уже подготовили какую-то часть этих инспекторов, которые вот сейчас получат удостоверение, сдадут зачеты в нашем Министерстве экологии и природных ресурсов и получат удостоверение. Обучение они проходили дистанционно. И вот на нашей конференции присутствовал руководитель исполкома Центрального штаба Развожаев Михаил Владимирович. Я обратился к нему с просьбой, чтобы по мере того, как нужны будут там эти общественные экологические инспекторы, чтобы мы их готовили сами по утвержденной, естественно, программе, которая Центральным штабом утверждается. Мы сами это можем сделать и можем готовить этих инспекторов, обучать, проводить. А что будет входить в обязанности этих инспекторов? Коротко скажу. Во-первых, они обучались основам законодательства Российской Федерации, которые касаются части экологии. Во-вторых, мы с ними проводили практические занятия, как эти точки, допустим, несанкционированной свалки, как их выявлять, куда обращаться, что с ними делать. То есть они будут оказывать нам помощь в реализации мониторинга этой мусорной реформы. И получил я утвердительный ответ, и сами, если нужно будет, мы еще будем готовить этих инспекторов в зависимости от того, насколько они нам нужны. Далее, что мы сделали? Мы еще провели несколько экспертных совещаний с региональным оператором, заинтересованными министерствами и ведомствами, где мы договорились о механизме взаимодействия в случае каких-то обращений со стороны жителей. Помимо этого, Общероссийский народный фронт открыл горячую линию. И за месяц поступило 4000 звонков, это по всей России, в том числе 16 звонков из нашей республики. Они были зафиксированы в Москве, переданы нам, и по каждому адресу мы выезжали. И все интересующие вопросы, которые были у людей, которые звонили, мы на них отвечали. В основном это касалось тарифов, как вообще будет проходить реформа, и давали им соответствующие ответы. Более того, мы договорились, этот телефон у нас есть, он 290103, это наш региональный оператор, по которому население может и обращаться прямо непосредственно к региональному оператору по всем вопросам, касающимся организации вывоза твердых бытовых отходов. Все эти моменты позволили нам на сегодняшний день решить эту проблему. Как я знаю, нет, проблему эту не решить. Установление региональных операторов, вопрос, что их касается. У нас в республике сколько их будет, как определяли их? Они уже есть, это 2 региональных оператора. Один региональный оператор – это вся республика, кроме Моздокского района, и второй региональный оператор – это непосредственно Моздок, Моздокский район. Определялись они, как это положено в соответствии с действующим законодательством, на конкурсной основе. И они уже определены, они с 1 января считаются уже работающими. Вопросы в основном у населения, я уже говорил, это касается тарифов. И, естественно, повышение тарифов волнует население. Но в этом плане что можно сказать? Путин поручил правительству
рассмотреть вопрос о том, чтобы 20% НДС с региональных операторов был снят. Правительство этот вопрос решило положительно, обратилось в Думу, и вот, так сказать, мы ждем, когда уже Дума вынесет определенное решение, и снижение, значит, этого НДС скажется положительно в плане снижения на тарифы. Более того, с 1 января вывоз мусора это является коммунальной услугой. А любая коммунальная услуга имеет, значит, для ряда категорий граждан в соответствии с российским законодательством на льготы, что, соответственно, тоже поможет в плане снижения тарифов и снижения оплаты определенной категории населения. Вот как бы тот круг вопросов, который там позволяет на сегодняшний день совместно взаимодействовать с операторами региональными, заинтересованными министерством, ведомством и, естественно, населением. Вот. Насколько я знаю, у нас на Северном Кавказе в целом, среди северокавказских республик, тарифы одни из самых низких. Да, совершенно верно. У нас один из самых низких тарифов. И вот те условия, о которых я говорил, они также позволят снизить еще тариф. Понятно. То есть с 1 января у нас работают новые региональные операторы, их два, то есть в Моздокском районе и на территории остальной части республики. Что входит в их обязанности? В обязанности регионального оператора входит, значит, вывоз, утилизация, да, и вот строительство новых полигонов. Это уже было озвучено региональным оператором, это около 20 гектаров, значит, рядом с полигоном, который действует в городе Владикавказе. Там специально для твердых бытовых отходов, твердых коммунальных отходов будет строиться полигон, где они будут утилизироваться. Ну и, конечно, и другие моменты, это своевременный вывоз мусора, там, значит, новые контейнеры и так далее, и так далее. То есть это все говорит о теми конкурсными требованиями, которые были поставлены при проведении конкурса для определения операторов. То есть на мусорном полигоне сейчас уже не будет так мусор прям в грубом виде захораниваться, да? Его сначала будет как-то распределять, наверное, и... Ну, он и сейчас тоже так не захоранивается, там есть действующий, кстати, который тоже региональный оператор оговаривал, что он войдет в состав регионального оператора как структурного подразделения, и они еще сами построят мусороперерабатывающий завод. Там специально есть конвейерная линия, где все, кроме отходов биологических, все остальное изымается, естественно, для получения прибыли, это железо, стекло, бумага и так далее, и так далее. Вот. И в связи с этим, конечно, вот нельзя не вспомнить тот советский опыт, который у нас был, когда собирали и макулатуру. Да, вот эту макулатуру. Да, и собирали тот же металлолом. А вот вы знаете, 80-100 килограмм макулатуры заменяет одно дерево, которое не срубится на то, чтобы бумагу делать. Наверное, вы не помните, но были так называемые авоськи, сетки, которые были очень удобны. Там можно было ложить все, продукты и любые какие-то другие вещи. Ну, то есть вот упаковку то же самое, да, вот этот целлофан, который все загрязняет, от него надо постепенно уходить. Конечно, не постепенно, уже давно надо уходить, потому что это непоправимый экологический ущерб наносит окружающей среде. Вот, бумажные пакеты, потом все было в бутылках, вот этого пластика не было. Все, вы, наверное, знаете, что уходит очень много лет для того, чтобы, я бы сказал, десятков лет для того, чтобы этот пластик... Да, и то и сотни лет, да. Да, чтобы переработан был. Поэтому, как бы, вот перейти снова, вернуться к этой практике,
Более того, это было очень выгодно населению в том плане, что на сданную, допустим, ту же посуду стеклянную можно было ее обменять и на деньги, и доплатить, и взять какой-то товар, который в аналогичных стеклянных бутылках содержится. То есть надо, наверное, рассмотреть, к этому вернуться. Одна из наших инициатив – это значит, мы совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, который нам, кстати, очень помогает, договорились о том, что будут вывозиться отработанные батарейки. Вот я уже приводил такие примеры, что одна батарейка, в зависимости, какая она, да, и по размерам, и состав, загрязняет до 20 квадратных метров почвы. И значит, вот мы в ряде районов уже такие у нас стоят контейнеры. Вот. Очень приятно, что откликнулись школьники про гимназию «Интеллект», которые за 5 месяцев собрали уже 23 килограмма этих батареек. Вот у нас в плане обратиться с просьбой к руководству вузов, средних специальных учебных заведений, к школьникам, чтобы они вот как бы шире вот А что с переработкой этих батареек, куда их потом девать? Эти батарейки выводятся в Челябинск, учитывая то, что это первого-второго класса опасности, значит, они ввозятся в Челябинск, и там они утилизируются. Вот на конференции, которая у нас недавно была, значит, кстати, неплохое предложение внес руководитель Центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Владимирович Развожаев, в том, что ну, как бы до Челябинска далеко довести, тем более, если масштабы вот сбора этих батареек возрастут. И он сказал, что надо подумать о создании хотя бы на Северокавказский федеральный округ одного такого предприятия, которое бы занималось вот, переработкой вот этих батареек, ну и других, скажем, те же самые люминесцентные лампы и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, вот, этот проект получит свое дальнейшее развитие в республике и будет иметь положительный эффект. Вот это что касается переработки, а вот сам менталитет населения, и вот есть вот такое устойчивое выражение чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Что вот по этому поводу? Потому что мы часто видим, что люди не доносят даже элементарно свой мусор до урны. Они его там куда-то под кустик там бросят. Согласен. Вот у нас есть интерактивная карта свалок. На сегодняшний день там 55 объектов, 33 из них мы уже ликвидировали, а 22 они находятся вот в разработке. И вот как только вот потеплеет, я думаю, мы начнем вместе. Вот вы знаете, что по инициативе главы республики у нас проводятся общереспубликанские субботники. Вот практически с теплых первых весенних дней до глубокой осени. И такое предложение нами внесено, чтобы эти субботники проводились как раз по ликвидации тех стихийных свалок, которые вот у нас в республике есть. Вы совершенно правильно говорите, иной раз вот, опускаются у некоторых людей руки, когда они видят, что вот на природе у нас же богатая, красивая природа. И вот элементарно возьми в те же пакеты, в которых привез какие-то продукты или что-то, возьми вот мусор, который образовался, с собой вывези и выкини в тот или иной контейнер. Нет, все выбрасывается, все выкидывается. Вот. И часто вот у нас есть молодежка Общероссийского народного фронта, очень молодые ребята, вот они спрашивают, ну неужели, говорят, вот нельзя вот это сделать, понимаете? И вот а может необходим какой-то контроль и, может, более жесткие санкции для этого? Вот и, когда мы вот такую свалку выявляем, мы смотрим, на чьей земле это находится. Вот, и, естественно, обращаемся мы и в правоохранительные органы, и в надзорные органы, для того, чтобы, если это физическое или юридическое лицо, чтобы было наказано за то, что вот там такая свалка. Ну, что касается, вот, это очень обширная сфера, и проблема не только нашей республики, нашей страны, а всего мира, потому что загрязняются. И мы видим, что, например, в Египте, в Каире, да, есть специальный район, где живет народность Забалин. Они
собирают мусор со всего Каира и разделяют его, и получают с этого прибыль. В Италии, вроде бы развитая страна, а вот в 2007 году мы видели, что у них разразился мусорный кризис, там улицы утопали буквально в мусоре. Вот это вот две разные страны. А вот мы где-то посередине, у нас вроде бы мусор просто он есть и существует. Вот сейчас с 1 января, вы сказали, началась мусорная реформа, региональные операторы. Вот что их касается, они не получат ли монополию и тоже вот этот рычаг власти, чтобы управлять этим мусором? Как будет за ними контроль осуществляться? Вы знаете, по действующему законодательству уже никто не имеет права вывозить мусор, кроме регионального оператора. Он из-за этого несет персональную ответственность, если где-то какие-то сбои и прочее, прочее. Переработка мусора – это везде прибыльный бизнес. И, как говорится, добрый путь, лишь бы все это было доступно в плане финансовых тарифов, имею в виду, для населения, и вывоз мусора, его переработка и так далее осуществлялось на регулярной основе. Вот если это все будет соблюдено, то, я думаю, это будет положительный эффект. Как для оператора регионального, так и для населения. А вот что касается самого сбора мусора, вот система, которая работает в городе, есть система, которая есть в селе. Они как-то отличаются и как-то они будут синхронизироваться, и все вот это как-то будет собираться, потому что, например, в селе раз в неделю или раз в несколько дней может проезжать машина и собирать весь мусор. А тут у нас как это происходит? Вы знаете, я разговаривал с председателем совета директоров регионального оператора, и он говорил, что мы изучим, да, мнение населения, когда лучше это вывозить. Значит, естественно, нужно где-то ставить контейнерные, значит, площадки, ставить там вот эти контейнеры для вывоза мусора, где сейчас их нет. Поэтому этот процесс, он не одного дня, естественно, и нужно время какое-то определенное для того, чтобы все это вот определить, эту схему, вот, хотя существует региональная схема, значит, по вывозу твердых бытовых отходов, но это все нужно, конечно, будет дополнять. Я думаю, вот региональный оператор, то, что он говорит, я думаю, это ему удастся сделать, и тогда, я думаю, вопросы будут решаться. А есть ли смысл, например, внедрять раздельный сбор мусора, как в европейских странах и уже, можно сказать, в некоторых больших городах России? Вот какая положительная польза от этого? Польза от раздельного сбора мусора то, что вот уже не надо будет, так сказать, мусороперерабатывающим заводам разделять вот это вот, о чем я уже говорил, это уже будет привозиться раздельно и, естественно, сократится объем полигонов, тех, которые есть, да, вот, и, естественно, процесс вот, переработки мусора, он, конечно, станет легче и удобнее. Ну и дешевле, наверное. Естественно. Но, с другой стороны, это тоже вопрос не одного дня. Понимаете, это нужно иметь достаточное количество транспорта. Тут вопросы логистики, естественно, увеличение числа контейнеров. Ну и, конечно, создание нашего населения. Понимаете, когда уже годами привык все кидать, ну, скажем, в один пакет или пакет, или, да, вот, уже трудно, так сказать, ну, здесь опять вопросы воспитания, экологического образования. Ну, все потихоньку, я думаю, можно привести в соответствие. Какова ваша экспертная оценка по поводу вот загрязняемости окружающей среды? Вот были какие-то пиковые года, и когда вот загрязненность пошла на спад, и вот как вы? Вы знаете, загрязнение окружающей среды носит такой, я бы сказал, комплексный характер. Здесь и не только вот полигон, и мусор, здесь у нас и стационарные источники загрязнения воздуха, передвижные, это автотранспорт, да, то есть это все в комплексе. Вот, ну, вот, если вот поэтапно, системно, комплексно возьмемся, то это в целом однозначно положительно скажется на загрязнение окружающей среды.
потому что загрязнение окружающей среды, оно, конечно же, негативно действует на состояние здоровья населения. То есть это замкнутый круг. Поэтому, если даже вот разорвать одну какую-то цепочку, это в конечном итоге положительно скажется на состояние здоровья. Ну, первостепенно задача это вот твердый бытовой отход, то, что можно пощупать и взять и выбросить, да? Тенденция есть к улучшению за последние годы? Вы знаете, мы не проводили такой анализ, и вот сейчас что-то конкретно сказать не могу, но если, еще раз повторюсь, это все, что задумано и региональным оператором, и другими заинтересованными, значит, ведомствами и организациями, то я думаю, это, конечно, даст. А вот вы сказали, что ликвидировано 33 свалки, которые были нанесены на карту. А они появляются вновь или там уже чисто остается? Вы знаете, вот мы когда отчитываемся вот по этой карте, мы снимаем до, когда убираем, уже после снимаем и отправляем, значит, в центральный штаб, в исполком центральный. Но вот какой процент, естественно, появляется, если бы это не появлялись, то, знаете, у нас этих свалок бы и не было. Появляется, но появляется, скажем так, ну, на незначительном количестве тех мест, которые были. Вот даже мысль такая один раз возникла, вот убрали, допустим, эту свалку и написать на русском, на остинском, что вот так и так, вот здесь вот убрали вот эту свалку для вас, вот такие-то, такие-то, и просим на будущее сохранять ту природу, которую нам Всевышний даровал. Вот. Ну, может, потихоньку действительно мы придем к тому, что больше не будет появляться у нас вот на карте свалок новые несанкционированные свалки. Тем более, если мы вот эти субботники будем проводить, то я думаю, мы быстро эту карту закроем. Во всяком случае, единичные случаи будут для того, чтобы эти свалки убирать, нам собирать молодежь, вот, выходим, все мы выходим и все вместе убираем эти свалки. А вот есть ли необходимость в стране ужесточать законодательство, увеличивать штрафные санкции, к примеру? Может, они слишком малы, и человек на это не обращает просто внимания? Ну, вы знаете, это, как говорится, палка на двух концах, и вот это излишнее ужесточение, оно тоже не всегда приносит желаемый эффект. Но, с другой стороны, конечно, к злостным таким вот нарушителям, которые неоднократно вот засоряют вот и мусорят, конечно, нужно санкции применять более жесткие. Практика, значит, показывает, что, к сожалению, на сегодняшний день только вот жесткие какие-то санкции дают какой-то эффект. Нужно определенное время, когда еще вот посмотрим, как будет идти эта мусорная реформа. Ведь заранее все предусмотреть невозможно ни в одном законопроекте, только практика показывает, скрывать те или иные недостатки, те или иные плюсы, минусы какие-то. Вот я думаю, через какое-то время можно будет подвести первые итоги, что-то скорректировать и как бы лучше работать. Да. Ну что ж, спасибо вам большое за ваше интервью. Всего доброго. Спасибо.